В селе Выльгород Сыктывденского района Коми к лету ликвидирует очередь в детские сады. Новое дошкольное учреждение на 270 мест получает разрешительную документацию. Объект построен в рамках нацпроекта «Демография». Результат оценил лично полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе. Александр Гуцан и глава республики Владимир Уйба посетили ряд объектов и обсудили вопросы социально-экономического развития региона, в том числе реализацию нацпроектов. Алексей Корчма знает подробности. Новый микрорайон в селе Выльгород активно застраивается. Многоквартирные дома и 446 земельных участков. Из них большая часть уже выделена многодетным семьям. В планах провести коммуникации, построить добротные дороги, школы, детские сады. Один из них уже на подходе. 31 марта был акт ввода подписан, оформляются сейчас разрешительные документы по передаче имущества. Подано уже заявление в Роспотребнадзор для получения заключения. А дальше процедура лицензирования, которая занимает несколько дней. Мы все стремимся к тому, чтобы до 1 июня этот детский сад открыл свои двери. Помещения детского сада рассчитаны на 12 групп. Есть музыкальные, спортивные, кружковые залы, помещения для персонала, пищеблок и собственный бассейн. Везде теплые полы, мебель, современная техника. Игрушки уже завезены и терпеливо ждут своих маленьких хозяев. Вот мы сейчас заходим в группу для детей от 3 и старше. У нас их здесь в детском саду предусмотрено 6 групп по 25 детей. Каждая группа обеспечена своим санузлом. Все полы и в группах, и в спальнях, и в туалетных комнатах с подогревом. Сейчас мы это все отключили. У нас здесь отопление мы получаем от газовой автономной котельной. Полпред президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан вместе с главой республики Владимиром Уйба обходят помещение сада. Лично проверяют качество работ. Существенных претензий к подрядчику нет. Необходимо разве что декорировать систему вентиляции и, как подсохнет земля, благоустроить территорию. Отличается именно этот объект тем, что здесь достаточно много помещений. У нас сейчас новые объекты страдают минимализацией, да, то есть классы, никаких подсобных помещений, ничего нет. А здесь у нас, кроме того, здесь почти 3 этажа. Подвальное помещение, оно достаточно большое, очень объемное и функциональное. То есть там и постирочные, и кладовые, и все помещения для рабочего, обслуживающего персонала, подвальное помещение. Для детей также предусмотрено достаточно много помещений, кабинеты отдельные логопеда, психолога, кабинеты для дополнительного образования. Новый садик на 270 мест станет украшением всего микрорайона, говорит глава Сыктывдина Любовь Доронина. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на строительство более 23 километров квартальных и внутриквартальных дорог с пешеходными дорожками и уличным освещением. В мае обустроят проезд к детскому саду от соседних многоквартирных домов. Саму дорогу приведут в нормативное состояние. На очереди школа-сад. Мы будем строить еще детский сад-школу на 750 мест. Во-первых, это позволит нам выполнить указ президента о недопущении двухсменного обучения детей в школе. Это будет школа на 550 мест и еще детский сад на 200 мест. Заполняемость 2 этих дошкольных учреждений будет, я знаю, я уверена в этом, будет 100%. В столичном поселке Верхняя Максаковка Александр Гуцан и Владимир Уйба заехали в Шордор-2. В рамках федерального проекта «Жилье» здесь построят улицы и проезды, установят уличное освещение. Земельные участки, выделяемые в том числе и многодетным семьям, должны быть обеспечены инженерными сетями и качественной инфраструктурой. В этом году здесь построят более 2 километров дорог. Сейчас подготовительные работы. Еще один объект для инспекции полпреда – республиканский Тентюковский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Его расширяют в рамках нацпроекта «Демография». В настоящее время живут у нас в комнатах получатели социальных услуг, по 5-6 человек в комнате. То есть это создает некий дискомфорт. С возведением нового здания комнаты будут по 1-3 человека. То есть это создает благоприятные условия для жизни. Новое 3-этажное здание рассчитано на 90 мест. Работа на строительной площадке кипит. Обустроен котлован, свайное основание, дренаж, смонтировано перекрытие цокольного этажа. На очереди кирпичная кладка. Готовность объекта пока что 15%. Подвела суровая зима, но сроки наверстаем к лету, обещает министр строительства и коммунального хозяйства Коми. Ввод объекта согласно условиям контракта 31 августа 2022 года.
На текущий момент на объекте порядка 60 человек строительного персонала находится. Есть незначительное отставание, обусловленное от жесткой зимой. Кирпичную кладку производить не могли. Существующими силами и средствами сформировавшееся отставание будет ликвидировано полностью к июню месяцу. На текущий момент риска ввода объекта в контрактные сроки не видим. Подрядчик дееспособный. Финансирование ведется в полном объеме. Среди проблемных точек скейт-площадка в Кировском парке. Ее должны были открыть еще в прошлом году по программе формирования комфортной городской среды. Однако подвели подрядчики. Первый работы не выполнил, второй установил площадку, но с некоторыми дефектами, устранить которые необходимо к 31 мая. В противном случае контракт с подрядчиком расторгнут. После знакомства с социальными объектами и городской инфраструктурой Александр Гуцан провел совещание в правительстве Коми по вопросам социально-экономического развития и реализации национальных проектов. В завершении визита полпреда рабочая встреча с главой республики Владимиром Уйба. Алексей Корчмалик, Юшков, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.